Это «Вести Чувашия». Продолжаем выпуск. В этом году исполняется 155 лет со дня рождения мордовского просветителя Макара Евсеева. Памятную дату отметили в селе Малые Кармалы Бресенского района на родине ученого и педагога. В зрительном зале нет свободных мест. Больше 150 человек пришли отдать дань уважения своему выдающемуся односельчанину. Макар Евсеев создал первые буквари на эрзянском и макшанском языках, составил для них и грамматику. Ученый всесторонне изучал культуру родного народа. Он собрал богатейший материал по устно-поэтическому творчеству. С детства я знаю его как человека странного, по словам моей бабушки. То, что он всегда ходил в длинном пальто, и где девушки пели, или какие-то там мордовские обряды, что-то делали, он всегда записывал. Макар Евсеев не только все записывал, но и снимал на фотокамеру. Он первый, кто запечатлел самобытный колорит Мордвы на пленке. Ученый много путешествовал по разным регионам страны. В конце 19 столетия его снимки стали лучшими на Всероссийской научно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Евсеев ездил в фольклорные экспедиции по Приволжью и Приуралью. Он собирал одежду, украшения и предметы быта – мордвы, чувашей, татар, марийцев. Его коллекции хранятся не только в русских, но и в европейских музеях. А за женский эрзянский костюм он даже получил золотую медаль на международной выставке в Париже. Один из самых больших трудов Евсеева – сборник свадебных обрядов и традиций мордовского народа. В основе лежат записи, сделанные этнографом еще в Малых Кармалах по рассказам матери, которая была эрзянкой. Остальной материал Макар Евсеев собрал в экспедициях. Несколько песен из его сборника на вечере исполнил фольклорный ансамбль «Мерем» из Мордовии. Макар Евсеев заботился и о народном образовании. Вдохновленный просветительской деятельностью Ивана Яковлева, он настоял на том, чтобы мордовских детей обучали в школе на родном языке. Я чувствую гордость за моего деда, который внес очень большой вклад в развитие, в образование мордовского народа, в развитие его культуры. Имя просветителя навсегда вписано в историю мордовского народа. В Малых Кармалах в его честь названа школа и улица, а в Саранске – педагогический университет. Анжелика Артемьева, Екатерина Янгалакова, «Вести Чувашия».